Лицемер есть ханжа. Могильные муки будут нескончаемые для двух видов людей – лицемеров и неверных. А те могильные мучения, которые прекратятся после того, как он вкусит их соразмерно грехам, грешники, то есть не являющиеся лицемерами. В загробной жизни самый нижний уровень ада предназначен для лицемеров. И гнойная, кровянистая жидкость, выше находящихся, будет литься на их тела. Адское наказание для них будет вечным, да убережет нас Аллах от этого. Поэтому мы должны опасаться того, чтобы быть из числа лицемеров, должны опасаться приобрести качество лицемеров. К примеру, вот признаки из числа признаков лицемеров. Когда он говорит, то лжет. Если обещает, то не исполняет. Если заключает договор, то поступает вероломно. Если враждует с кем-нибудь, то проявляет беззаконие. Если говорить о том, насколько боялись стать лицемерами сподвижники посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, был сподвижник по имени Хузайфа бин Яман, которому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал имена лицемеров. Они знали, что среди них есть лицемеры, но пророк, миром и благословения Аллаха, не разоблачал их. Он был единственным, кому он рассказал. И как-то Умар ибн аль-Хаттаб спросил Хузайфу: «Заклинаю тебя Аллахом, скажи, являюсь ли я из числа лицемеров?» И тогда заплакал Хузайфа, и заплакал Умар. «О чем ты говоришь? Ведь ты же Фарук, обрадованный раем. Я плачу из-за радостной вести от тебя, а ты от чего плачешь?» – сказал Умар. «А я плачу от твоего имана», – ответил Хузайфа. «Поэтому мы с вами должны бояться этого».